Формы обращения хандагун тухыл выражают действия, которые должны совершиться в будущем. Они имеют значение повеления, просьбы, побуждения, пожелания, опасения, напоминания. Обращение к первому лицу единственного числа, то есть обращение к самому себе, выражает согласие или пожелание совершить действие и имеет окончание «ху», «ху», «ябагу», «пойду», «оргу», «зайду», «иригу», «попрошу». Обращение к первому лицу множественного числа, то есть обращение к коллективу, к которому относится сам говорящий, выражает побуждение совершить совместные действия и имеет окончание «я», «е», «ё». Например, «ябые» – «пойдем», «орые» – «зайдем», «эрие» – «попросим». Обращение ко второму лицу единственного числа со значением приказания совершить действие не имеет специального окончания. Эта форма совпадает с основой глагола, например, «х» – «делай», «унши» – «читай», «быши» – «пиши». Во множественном же числе со значением приказа добавляется окончание к «ты». Например, «хык-ты» – «делайте», «уншик-ты» – «читайте», «бышик-ты» – «пишите». Обращение ко второму лицу со значением навязчивой, усиленные просьбы совершить действие в единственном числе имеют окончание «иш», «иш», «гыш», «хыш», «сделай же», «бариш», «держи же», «хагыш», «закрой же». В обращении ко множественному числу окончание «ит», «ит», «гыт». Например, «хыт» – «сделай же», «барит» – «держите же», «хагыт» – «закройте же». Обращение с просьбой совершить действие в будущем во втором лице единственного числа имеет окончание «аре», «эре», «оре», «оре», «гаре», «гере», «горе», «горе», «яре», «ере», «йоре». Например, «аваре» – «возьмешь», «ороре» – «зайдешь», «хулегере» – «подождешь». Во множественном числе к имеющемуся окончанию прибавляется окончание к «ты». Например, «абаректы» – «возьмете», «ороректы» – «зайдете», «хулегеректы» – «подождете». Обращение к третьему лицу чаще имеет форму опасения, предостережения от чего-либо. Имеет окончание «уже», «уже», «гуже», «гуже». Например, «харуже» – «хоть бы не увидел», «пусть увидит», «абуже» – «хоть бы не взял», «пусть возьмет», «болюже» – «вдруг остановится», «перестанет», «пусть перестанет», «хагуже» – «пусть закроет», «тугуже» – «пусть соберет». Во множественном числе к имеющемуся окончанию прибавляется окончание «г». Например, «харужик» – «хоть бы не увидели», «пусть увидят», «абужик» – «хоть бы не взяли», «пусть возьмут», «болюжик» – «вдруг остановится», «перестанут», «пусть перестанут». Также окончание «г» может присоединяться и как отдельное окончание. Например, «ябык» –
пусть идут. Ошык, пусть уйдут. Йырык, пусть придут. Нужно помнить, что формы обращения могут принимать и лицевые показатели «б», «бди», «ш», «т». Например, «я богуб», «пойду-ка я», «ошыйыпте», «пойдемте», «йыререш», «приходи ты», «мыдерет», «знайте». Отрицание. При формах обращения отрицанием служит частица «бу», которая становится перед отрицаемым глаголом. Например, «бу-яба» – «не уходи», «бу-шуик ты» – «не шумите», «бу-хаенторек ты» – «не опаздывайте». Лайфхак. Очень часто формы обращения используются в бурятских благопожеланиях. Посвящая пожелания своим родным, близким, друзьям, буряты вкладывают в них самые лучшие помыслы, пожелания долгой счастливой жизни, хорошей дороги, успехов в делах. Мандыжы байхың нарындыл, мянгың байрар гырылдыкты. Муңгың сарюң хардыл, мынды ябың жаргыкты. Бурядар зубор бышые.